Комитет по защите журналистов призвал освободить Ульфат Хони Маматшоева и Хушруза Джумаева. Российский политолог призвал руководство своей страны отреагировать на военные учения в Таджикистане, которые организовала США. В Душанбе скоропостижно скончался руководитель радиостанции «Авторадио Таджикистан». Власти Таджикистана должны освободить журналистов Ульфат Хони Маматшоева и Хушруза Джумаева, снять с них все обвинения и прекратить тайное преследование журналистов, заявили об этом в четверг, 11 августа этого года, Комитет по защите журналистов. Согласно сообщениям СМИ, 18 мая сотрудники Государственного комитета нацбезопасности арестовали Маматшоева, свободную журналистку-правозащитницу, в ее доме в столице в Душанбе. На следующий день сотрудники УБОП МВД Республики Таджикистан в Душанбе арестовали Джумаева, независимого журналиста и блогера, который, согласно сообщениям, вел вопросы культуры текущих событий на сайте pamyra.info и использовал псевдоним Хушом Гуля. 15 июля представитель Генеральной прокуратуры Таджикистана заявил на пресс-конференции, что против Маматшоева было возбуждено дело за руководство частью преступной группы в Горно-Бадахшанской автономной области Гбао на востоке республики. Преступление, за которое предусмотрено от 15 до 20 лет лишения свободы по статье 180, часть 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Согласно сообщениям СМИ, их аресты произошли после того, как власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию по подавлению протестов в этнически и религиозно отличающихся Гбао, где проживают представители памирского меньшинства, которому принадлежат оба арестованных журналиста. Власти стремились подавить независимые репортажи о протестах и деятельности правительства, что было задокументировано Комитетом по защите журналистов. По состоянию на 11 августа власти не делали никаких публичных заявлений о причинах ареста Джумаева, сообщили несколько местных журналистов на условиях анонимности. В новостных сообщениях говорилось, что власти возбудили против него дело за якобы публичные призывы к свержению конституционного строя, за что ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Источники, знакомые с обоими делами, говорят, что власти квалифицировали дела против обоих журналистов как секретные и заставили их адвокатов подписать соглашение о неразглашении. Поэтому ни СМИ, ни семьи журналистов не получили достоверной информации о каких-либо обвинениях против них. Ожидается, что закрытые судебные процессы над обоими журналистами начнутся в ближайшие дни. Комитет по защите журналистов не смог самостоятельно проверить дату судебных разбирательств. Российский политолог Андрей Картунов призвал руководство своей страны отреагировать на командно-штабное учение «Региональное сотрудничество-22», которое проходит в Таджикистане с участием военных стран Центральной Азии и США. По его словам, каждая из стран, задействованная в этих учениях, преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание. Он уверен, что цель США в проведении этих учений очевидна. Ухода из Афганистана сильно сказался на их позиции в регионе, поэтому американцы теперь пытаются реабилитироваться в регионе, а каждое постсоветское государство пытается проводить многовекторную политику и проявлять заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном. Но так как США являются политическим оппонентом России, Москва должна отреагировать на это, даже если у нее нет серьезных противоречий с США в Афганистане, считает Картунов. Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, есть смысл снова взглянуть на текст двухсторонних соглашений с этими странами, отметил Картунов. По его мнению, у России есть серьезные преимущества перед Вашингтоном, так как у нее есть очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договориться с ними по многим вопросам, и этим надо пользоваться. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентам в виде США, отмечает политолог. Напомним, что военное учение «Региональное сотрудничество-22» организовано Центральным командованием США и начались в Душанбе 10 августа и продлятся до 20 августа. А в ночь на 12 августа в Душанбе скончался таджикский телерадиоведущий, директор радиостанции «Авторадио Таджикистан» Фаридун Хайруллозода. Ему было 27 лет. Причина смерти молодого, но уже известного журналиста пока неизвестна. По словам близких, накануне Фаридун участвовал в каком-то мероприятии, другие подробности пока неизвестны.
Азия Плюс со ссылкой на друзей и коллег Фаридуна Хайруллозода сообщает, что он был полон сил и еще накануне вел программу в эфире Авторадио. Не было никаких признаков, что он болеет, он был как бы обычно энергичен и вел программу, они пишут в соцсетях. Фаридун Хайруллозода с детства проявлял себя как творческую личность, взявшись за работу ведущих утренних программ на ТВ «Бахаристон» в 2006 году. Молодой журналист в 2009 году перешел на работу в ТВ «Софина», став автором утренних программ. В конце 2014 года автор и ведущий нескольких радиопроектов на радио «Ватан» и автор и ведущий программы «Басти Сию». В последнее время Хайруллозода работал генеральным директором радиостанции «Авторадио Таджикистан». Фаридун был очень активным в соцсетях. В 2017 году он получил премию «Лучший блогер Таджикистана». Фаридун Хайруллозода был женат, воспитывал маленького ребенка.